Тем временем другие районы Каркеровский, Усть-Куломский и Ухтинский подвергаются нашествию колорадского жука. Жители вооружились ведрами, однако пора переходить к более решительным действиям. Из поселка Земстан Виктория Палкина. Роман Качанов каждое утро начинает с обхода своих картофельных владений. Собирает как минимум пол-ведра вредителя. Бывает, на одном кусте сидит по 10 колорадских жуков. В Земстане такого никогда не было. Картошка, где они скушали, это не цветет. Все уже они съели ее. Они переходят вот на килиски, и ботва падает вся целиком. И картошка ничего не будет. Вот такая маленькая будет и все. Толку никакого. Ущерб большой. Вот они расплодятся, весь вот этот огород сожрут и перейдут по всему поселку. У соседа вообще аховая ситуация. Александр Самарин – пенсионер, и собирать жуков ему тяжело. Помогают односельчане. Как он? 2 дня. Еще 2 дня назад никого не было, а сейчас смотрите, все пожрали, очень много жуков. В этом году колорадский жук рано добрался до северных районов, говорят специалисты. Да еще в таком количестве. Перезимовал с комфортом, вот и вылез на поля полный сил. По словам агрономов, он еще и путешествовать научился. С фурами, с продуктами питания он спокойно может проезжать. Если мы едем на машине в отпуск или мимо полей, он залетает в какие-то места, недоступные для ветра, когда машина останавливается. И когда на ямке мы где-то здесь попадаем, он вытряхивается и перелетает на поле с картофелем. В случае с Романом Качановым и Александром Самариным собирать колорадского жука вручную уже поздно. Пора пускать в бой тяжелую артиллерию, химию. Благо препаратов для борьбы с этим вредителем сегодня много. Сегодня существует 3 способа уничтожения колорадского жука. Первый – давить его можно прямо на листьях. Правда, процедура не совсем приятная. Второе – залить вредителя солевым раствором. И третье – поджечь его керосином. По словам специалистов, последний вариант самый надежный. Виктория Палкина, Иван Богомолов, Василий Янин, телеканал Юрган, Усть-Куломский район, Сыктывкар.